ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители. Это ток-шоу «КАИН», где мы говорим на самые актуальные темы. Впервые наш проект выехал в южный регион нашей страны. Мы в Аше сегодня, где мы открыли временную студию. Этот проект позволил нам здесь, в Аше, собрать самых активных женщин с юга нашей страны. Это Баткенская область, Джалабадская и Ошская, ну и, собственно, сам город Ош. Как выяснилось, здесь очень много инициативных женщин. Они приехали из самых-самых отдаленных районов южной части нашей страны. И мы приехали к ним, чтобы услышать их проблемы, самые актуальные темы с ними обсудить. Сегодня мы будем обсуждать, наверное, очень актуальную тему для всех родителей, потому что она касается наших детей и тех, кто их учит. Наша тема звучит сегодня так: учителя тоже выгорают. У нас сегодня в студии, моя постоянная соведущая, с которой мы вместе делаем этот проект, всегда ведем его и делаем. Наверное, я могу сказать, что вы все-таки автор, а я соавтор этого проекта. Это Кайыргуль Урумханова. Здравствуйте. А также у нас две участницы. Это Джумагуль Карабаева, учитель школы номер 2 Кызылкия. Правильно я сказала? Да. И Фируза Амадалиева, учитель школы номер 41 города Ош. Я уже обозначила, что наша тема называется «Учителя тоже выгорают». Почему тоже? Да? Потому что мы привыкли, что выгорают в основном дети. Да? Но выгорают в основном дети. Да? Они ждут, не дождутся, когда начнутся каникулы, хотят отдыхать. Да? Но мы очень мало при этом говорим о том, что учителя тоже выгорают, они тоже устают и тоже, наверное, ждут каникул. Так ли это? Конечно, это правда. Вот эти выходные очень ждем. С 1 по 12 мая. Конечно, только эти выходные? Только эти выходные. Каникулы. Нет, конечно. Каникулы это само собой, но вот эти выходные мы вот весна, апрель, да, вот вроде бы вот конец года почти, вроде бы сократилась работа, но на самом деле нет. Отчеты, также и работаем. И вот, как скажет вот моя собеседница, да, мы ждем с 1 по 12 мая. Очень ждем, чтобы немножко отдохнуть, чтобы немножко передохнуть. Тяжело уже, да? Очень тяжело, да. Отчеты, дети, уроки. И все это вот у нас действительно выдыхаемся. Ну, вообще, последнее время, в связи с тем, что везде, не только в Кыргызстане, но везде по всему миру, происходит тряска, да, такая перезагрузка. А перезагрузка происходит из-за того, что самые разные процессы происходят. И, конечно, очень многие люди не могут быстро сориентироваться, потому что не у всех организм настолько, скажем так, может реагировать на какие-то процессы. И из-за того, что мы не можем вовремя перестроиться на самые разные изменения, это не просто выгорание, да, происходит, когда ты что-то делаешь, а потом это приводит уже к депрессии. То есть выгорание потихонечку приводит к какой-то депрессии. Депрессия — это уже диагноз, да? А еще, когда ты делаешь одну и ту же работу, и эта работа не совсем, скажем так, не совсем она берет какие-то положительные отзывы, да, то есть она не совсем благодарная, так скажем, да. Особенно, мне кажется, когда твой труд не оценивается или твой труд обесценивается, тогда потихонечку идет это выгорание. То есть к выгоранию приводит очень много факторов. Что в Кыргызстане в большей степени вас приводит к выгоранию? Вот если исходить из тех перечисленных мной. По статистике ВОЗ 70% учителей, они выгорают сейчас. 70% учителей, и надо отметить, они приходят 1 сентября не готовы к учебному процессу. 30-35% они готовы уйти со школы. Им уже вы имеете в виду моральную, психологическую составляющую? То, что они пришли к тому, что они готовы оставить учительское поприще.
Это кроется в том, что мы говорим выгорание, это апатия, это усталость, это Стресс. хроническая усталость. Это сказать 20-30 часов нагрузка учителя, она не заканчивается школа. Мы переходим, вот, когда переступая порог школы, мы этот груз ведем домой. Учителя несут с собой тетрадки проверять дома. И получается в среднем 50-60 часов нагрузка учителя. Это в несколько раз превышает. Порой учитель, находясь дома, он думает о своем ученике. И вот этот статус учителя у нас очень низкий. Да, мы говорим, вот зарплата, да, повысили учителям зарплату, надо отметить, есть такие категории учителей, учитель истории, географии, у них не повысили. Надо отметить еще инфляцию. Классный руководитель получает 1500, но сколько бумажной волокиты. А еще Одно и родительский то же. чат. Да, родительский Который чат. выведет, Тема, да. Смотрите, очень. сейчас, если классный журнал, такой же классный журнал есть в электронном виде, и плюс классный журнал, воспитательный журнал. Воспитательный. Вот одно и то же надо писать в эти журналы. 19 всяких документов. Это отчетов должен заполнять учитель. И плюс подготовка к школе, к уроку. Плюс это работа с родителями. И надо отметить, что всю вот эту ответственность семья, общество переложило на учителя. Какое-то происшествие, учитель, это ночью будет, хотя ученик 5-6 часов в школе. 5-6 часов, но какой-то инцидент прошел на каникулах, во время отдыха. Опять же вызывают учителя, соцпедагога, опять же директора. И вот знаете, вот эта волокита, мы не знаем, вечером продолжается вот эта работа, пишем в чатах, спрашиваем, не умолкаем. Несколько раз вот говорили, не надо привлекать учителей к субботникам. Это по всей республике в субботу это нормальное явление, учителя идут на субботник. Они в школе, да что-то должны делать. Бесконечные проверки, там санэпидстанция, пожарная, там депутатская проверка, мэрии, ГРАНО. Это уроки взаимопосещения. Учителю не дают просто провести свой урок. Плюс семинары. Семинары. Выезды. Да, и надо сказать, знаете, вот это все делается если даже учитель ездит куда-то на свои деньги. Да, да. Мы сказали, вот 20-30 тысяч, да, сейчас получает учитель. Я учитель, у меня стаж более 30 лет, 24 часа, но я получаю 20 900 сомов. На руки я получаю вот эти деньги. И представляете, вот на эти деньги я должна все равно замотивировать учеников. Что-то да покупаю, у меня есть привычка на 1000 часов, какой-то канцтовар, что-то, чтобы отметить ученика, что-то сделать. И это включает и одежда, да, моя, там питание, семье что-то, свое хобби, свое развлечение. Учитель выдыхается. Пятидневка, 6-й день приходит, а в воскресенье у него нету возможности, То есть чтобы он реально не расслабиться, может передохнуть, да? привести себя в порядок. Что могло бы вот эту проблему, вот вы сейчас назвали прям очень много факторов, да? Да. Это и дополнительная отчетность, да, и отсутствие вот там лишних выходных каких-то, да, понятно, что учитель 5 дней, вот как вы сказали, в школе, 6-й еще на каких-то общественных работах, да, ну или как-то занят чем-то, то есть что можно было бы здесь вот решить, и вы про зарплату тоже сказали, то есть увеличить зарплату, дать какой-то дополнительный выходной, может быть, сделать там 4-дневную, да, там рабочую неделю для учителя, убрать отчетность или все-таки дать вам какую-то возможность пройти психологическую реабилитацию. Есть ли вообще вот какая-то психологическая помощь учителям? Есть ли какие-то службы? Минобразование как-то работает с этим? Нет, знаете, вот этот комплекс мероприятий он необходим. В школах у нас нет, у нас есть преподаватель, соцпедагог, но тот же преподаватель, учитель, он особо несколько часов, вот определенное количество часов он прошел, он стал соцпедагогом. Необходимо, я еще раз хочу отметить, надо в комплексе это рассматривать. Вы верно заметили, психологическая поддержка, психологическая помощь. Мы заряжаем телефон, чтобы на сутки он работал. Учитель, как вот батарейка, он не заряжается.
за один день нету такой зарядки. Сделать так, чтобы учитель или в школе предоставлять такую возможность бесплатно, или психолога, чтобы в определенное время учитель пришел, расслабился. Непосредственно администрация может сделать комнату отдыха для учителей, где они просто придут, расслабиться, сделать диваны, это вот в школе. То, что документацию надо пересмотреть. Сказали, цифровизация будет облегчение. Увы, то, что в цифровом варианте, я опять же должна писать в твердом варианте. Распечатку делать и это сдавать. Это бесконечные вот эта бумажная волокита. Короче, бюрократия тоже. Бюрократия. Да, и тем она- более вот эти бумаги мы Да. все покупаем за свой счет. Да. Вот смотрите, Мгм. сейчас, да, прекратили нам как-то помощь оказывать. И вот эти законы мы должны придерживаться, мы это придерживаемся. Но вот пачка бумаги стоит, например, 700 сомов. Эту пачку я должна купить за свой счет, распечатку я должна сделать за свой счет, но никто вот этот момент не учитывает, почему учитель должен это сделать за свой счет. Тут же я почему вы хочу- этот вопрос не обсуждаете? Мы этот вопрос обсуждаем, но администрацией? говорят, никаких финансов нету. На личные потребности учителей у нас нету этих финансов. И тут вопрос возникает с ремонтом. Вот приближается лето, нам запретили все, да, что помощи нам никто не оказывал, вроде бы государство нам поможет. Но недавно только вот издали такое вот, ну как сказать, не приказ это, ну, посоветовали нам, чтобы мы ремонт делали сами. Краску, кисти нам все выделят, а ремонт делает учитель. Вот у меня возникает вопрос, почему? Почему вот в том Очень хороший кабинете, резонный вопрос. Да. Почему? почему именно вот Да? в этом кабинете, где занимаются, например, в моем кабинете, в день заходит ну, порядка 300 человек. Классы очень большие, объемные классы. Если я провожу в день, ну, примерно 5 уроков, в день у меня заходит 300 человек. Выходят, приходят, заходят, уходят. И в этот момент они и амортизация происходит, да, школьного имущества. Они и на партах оставляют свои следы, на полу оставляют свои следы. И все за этим учитель должен красить, учитель должен белить. Почему? Вот этот вопрос у меня стоит уже давно. Я вот уже примерно в одной школе работаю 15 лет. До этого еще работала 5 лет в других школах. 20-летний стаж, вроде бы добилась многого, да, в жизни, в своей карьере. Вот эти вот резонные моменты. Они все перечеркивают Да. ваше внутреннее психологическое Да, да. отношение к своей работе. Да? Вот я как раз о вашей работе хотела отметить. Да? Вот, я знаю, что вы добились огромных успехов со своими учащимися. То есть не всякая как бы столичная школа может похвастаться тем, что ваши ученики, то есть ученики завоевывают первые места и получают золотые сертификаты даже, да? Да, В олимпиадах принимают участие, в Россию их приглашают. Из Кызылкии это возможно, потому что вот сидит практически героиня, которая, несмотря на все это, которое вы сейчас, безобразие, которое вы обозначили, несмотря на все это, вы даете результат. Как вам вообще это удается? Знаете, я планирую свой день, я планирую свои плюсы, минусы. Я думаю, вот в этом моменте мне надо успеть, в этом моменте я должна это сделать. А результаты Олимпиады — это показатель моей работы. Если я как учитель заброшу подготовку, обычную подготовку к Олимпиаде, почему я тогда учитель? Я же не должна только выполнять хозяйственную часть этой школы. Я должна показать свои знания, должна показать результаты своей работы. И помимо этого, вот на вот эту маленькую зарплату, которую мы получаем, да, поощрение, но в виде спасибо. Только вот в виде спасибо. Хотела здесь отметить одно, то, что вот благодарность от учеников и от родителей этих учеников, спасибо, что вы взялись за моего ребенка. И вот эта благодарность нас вдохновляет. Но в том же моменте, да, вот сколько мы на это тратим времени, сколько это на это у нас уходят ресурсы. Даже распечатка одного задания обходится мне в копейку, если честно сказать. Вот одно задание олимпиадное состоит примерно из 15 листов. Вот я должна распечатать На это каждого ребенку. ученика, да, по 15, это я да? должна распечатать ребенку сама. Мгм. Потому что я даю ребенку, а у него, может, принтера дома нету.
Но я его делаю распечатку, я сама за свой счет это делаю, чтобы добиться результата. Сколько у вас учеников победили в Олимпиаде? Так, у меня вот первое место и золотой сертификат 1 ученик, а вот олимпиадные места 2, 3 у меня продолжается уже в течение вот 6-7 лет. По всей стране? Ну вот в нашем регионе, и вот эти дети у меня доходят до республики. Вот одна девочка, которая у меня заняла первое место в области, она была в республике, но было 2 место. Золотой сертификат, вот это был единственный золотой сертификат в 2021 году, который она получила по городу Кызылкия. Даже так, да? И по русскому языку. И знаете, вот тут я хочу отметить нашу местную власть, которые нас поощрили, и мы съездили в Турцию. Это был вот... Это тоже очень Это хороший была бонус, благодарность, да. Да. Мы съездили в Турцию, Да. я и одна моя коллега, она готовила детей по математике, у нее было 2 место. Молодцы тоже. Да. А вы вообще изучаете опыт вот, зарубежных стран? Вот вы сейчас про Турцию упомянули, да? А я вот подумала, вот, например, как с этим справляются в европейских странах, например, там, в Штатах, ну или в других азиатских, более развитых, да, так скажем, Ну, странах. это супер, да, вот изучать одно, а это все равно должно Внедрять, быть, да. ресурсы должны быть в денежном эквиваленте. Надо отметить, что профсоюз, да, у нас есть, дают учителям какие-то путевки, мы как раз разговаривали. Если дают бюджетный вариант, надо... Зимой мне дают путевку на Иссык-Куль. Зачем мне зимой? Если транспорт я оплачиваю сама, надо поехать туда зимой. Если я на Иссык-Куль не попаду, зачем мне вот не могу там искупаться, холодно, а вы да? с юга, вы не Да, можете и зачем холод тебе терпеть, да? на Иссык-Куль? Или вот в тот же Джалабад дают какие-то номера. Бюджетные номера нам дают. Вот я даже этот корпус могу отметить, 3-й корпус, он именно для бюджетников. Самый старый, самый, ну, как сказать, первый, по-моему, был корпус построенный, когда вот Джалабад санаторий построили, это был самый первый корпус. Никаких условий там нету, но процедуры мы получаем. Я тут не говорю, что и процедурами нас вот обесценивают. Нет, процедуры у нас идут, но вот бюджетный вариант. Вот нам говорят, вы учителя, да, вам в 3-й корпус. Вы знаете, это, Даже конечно, так вот, да? задевает нас. Это очень сильно нас задевает. Мы хотим за свой счет поехать, вот уже нанимать вот эти номера, например, да, корпусы снимать. Но наш бюджет же не позволяет. Ну, давайте я сейчас скажу, как очень вредный родитель, да? Я таковым, в принципе, и являюсь. У меня 2 детей, они уже, уже как бы школу закончили, но, тем не менее, на протяжении там, по 9 лет с каждым из них я сталкивалась со школой, да? И, конечно, вот вы возмущаетесь, что ремонт делаете сами, да? А я возмущаюсь как родитель. Почему мы должны тоже делать ремонт за свой счет, тогда как депутатам, например, мы тоже делаем ремонт, по сути, за наш с вами счет, да? То есть никогда с депутатов не собирают деньги за ремонт, например, там, здания Джургу-Кенеша, да? Они это делают за счет государства. Или, например, там, здание, где сидит наш президент, администрация, тоже, оно же не строится за счет тех, кто там будет работать, да, или не ремонтируется, оно же ремонтируется за государственный счет. Естественно, мы, как родители, иногда возмущаемся, почему мы должны давать на ремонт, например, школы, собирать деньги, да? Почему государство этим не озабочено? Мы же платим налоги, да? И учителя, как, опять же, я как вредный родитель всегда возмущаюсь, почему учителя об этом не говорят открыто, почему вы не возмущаетесь, почему вы не обращаетесь к государству, к правительству, да, или там, да, хотя бы к Министерству образования, к своему, да, там, я не знаю, не выходите и громко не заявляете о своих проблемах, почему вы всегда очень... Остаемся в тени. Да, да, и я не хочу употреблять это слово, но оно вот единственное, которое мне приходит, вы всегда послушные перед государством, да. Почему так происходит? Где этот глаз, я не знаю, учителей, да, вот с врачами немножечко ситуация переломилась, когда стали вот массово избивать врачей, да, после пандемии, когда их очень сильно обделяли, они стали говорить, и люди их поддержали, сказали, да, врачи нам нужны, государство, обрати внимание на врачей, сделай что-то для них, да, и я вижу, что стали какие-то строиться больницы, да, ну как-то врачи о себе заявляют, но я вижу, что и новые школы строятся, но тем не менее учителя остаются очень, как бы сказать, незаметными и тихими. Почему так происходит? Но со своими проблемами. Да. Своими проблемами. Нас, ну я могу сказать, что нас не слышат. Или Интеллигенция, не потому хотят, что, не понимаешь, хотят нас интеллигенция. слышать. Они не хотят вообще вступать в конфликт, потому что внутри, когда даешь кому-то знания, ты прекрасно понимаешь, что это за знания, да? То есть это вы воспитываете интеллигенцию, вы даете знания
людям, интеллигенции. Ну, конечно, хочется, да, в идеале мы считаем, что если мы даем знания, то когда-нибудь эти дети вырастут интеллигентами, да? Потому что вы сами внутри, каждый учитель, он себя же так ведет, он же пример же для всех. То есть мы же так воспринимаем же, да, мы же понимаем, что учитель это вот прям пример для подражания, поэтому учитель пытается на свои 5 копеек соответствовать вот этому вот образу, который составляет практически каждый ученик, и принуждает к этому образу, как вы говорите, общество, да, общество говорит, учитель должен, должен быть, выглядеть вот так, ну что он там напялила, почему пришла вот в таком вот там одежде, почему учитель не доглядел, почему в туалете там они там что-то делают, а учитель не смотрит, а потом почему там после, вот на каникулах дети там что-то делают, виноват учитель. То есть этот образ практически вжился и почему-то реально, вот как Магинур резонный вопрос задала, вы всем что-то должны. Знаете, я долгое время не работала в школе. Я в этом году пришла, это получается 17 лет. Я пришла в школу, и я вот за этот год, думаю, это вот я тот специалист, который близка к психологии, да, и мне нужна была вот эта подпитка, надо было остановиться, успокоиться и перезагрузку сделать. И я отключила все и пошла отдыхать, получила лечение. О чем я хочу сказать? В школу приходят те учителя, которые уже предпенсионный возраст, они живут этим, когда мы видим такие глаза детей, да, или вот те, вы знаете, что самый низкий балл это в педагогический, а не проходной балл. Да. Кто не прошел медицинские, технические вузы, вот это все. Ну вот поднимает, но в любом случае я хочу сказать, да, учитель приходит, молодые специалисты приходят, они приходя, о чем я хочу сказать, 35%, эта статистика есть, они хотят уже поменять свою профессию. Вы знаете, я вам больше скажу, я по своей профессии, по первой профессии, я преподаватель. Ну вот. Я преподаватель, и я преподавала в школе, когда учила, там же нас же отправляют на практику. Меня отправили в мою же школу, там 6-ю, там, это школа Чехова в Караколе. Я училась и сразу же преподавала. Ну а так как в школе не было преподавателя, меня решили там же и оставить. Я там еще проработала 2 года, получается, в школе. И вы знаете, я не захотела там остаться. Да. Во-первых, как бы это было вот в какие годы? Это было Ну там, вот в том-то и 90-е дело. годы. Там. Это было давно, а Еще сейчас-то нормальные мы там были уже отношения. развиваемся, мы ведь как бы стремимся Да. в стратосферу, у нас все развивается в стране. Ну, если слушать наши власти, да, у нас везде прогресс, у нас все стало очень хорошо. Вы же сейчас не работаете в школе, а вы попробуйте, пойдите и Я поработайте сейчас в школе. работаю в университете. Ну, в Тоже университет приходит, подработка. кто прошел по баллам, да и уже готовые люди. У них есть потребность получить знания. И вот в школе приходит санэпидстанция, и почему я учитель, да, у меня чисто в классе, я вот хочу сохранить такую атмосферу, да, я должна платить штрафы, приходят различные инспекции, пожарной, и почему я должна платить штраф? В школе нет родительских взносов, да, хотя родительские взносы, они что-то вот решали. Вот честно, они что-то решали. С родителей не собираем денег, но вот эти денежки, какая-то энная сумма идет с кармана учителей. Я еще раз повторяю, я вот то, что отметили, мы ждем каникул, но на каникулах учителя приходят в школу. Мы приходим, работаем, надо отсидеть, да, какую-то свою работу делать, но надо отсидеть. Придет проверка, приходит Горано, да, вы есть, видеоотчеты, фотоотчеты должны отправлять. Даже с субботников фотографируем отчеты, фотографируем. Это вот что-то получается. Нет бы учителя, я еще раз хочу сказать, надо повернуться к учителю. Вот этот статус учителя поднять. Когда вот уважать будут родителей учителя, когда учитель позволит себе не вот 20-30 сомов, сейчас инфляция, купить что-то, отдохнуть и не брать вот эти тетради домой, потому что или здесь надо сидеть в школе, 20-30 часов, если номинально, оно в 2-3 раза больше.
уходит от учителя. И учитель 24 часа в сутки доступен родителям. Да. Они звонят, они что-то говорят. Учитель должен позвонить. Вот почему он не пришел, что он сделал. Потому что Напишите физически мы отчет, вроде... напишите объяснение, отчет. почему ваш Почему ребенок не молчите? пришел. Почему? Мы говорим... Почему? Скажите, Да, вот вы, вот Глаз вы не хотели, да, доходит, сказать, да? почему? Глаз не доходит. Вот смотрите, я хочу привести конкретный пример. Венера Бектурсунова написала «Крик души». Написала этот пост, Учитель, да. написала этот пост в Фейсбуке. Да, да. И все мы проснулись. Мы все проснулись, ее поддержали. Эдиль Байсалов каким-то образом ей ответил. Все, опять тишина. Никаких. Ответил, все. Все. Мгм. Он сказал, Спасибо. да, он сказал, все равно ваш статус мы поднимем. 12-летка, наступает 12-летка. Это я хочу сказать, наступает, потому что это кризис, я думаю. Потому что как мы будем работать, я не знаю. Да, вот еще Это и нас- 12-летка. да, это наступление Программы на нас. нет, учебников нет. Я не представляю, как учитель физики, биологии и химии, это один предмет. Не было апробации, да? Не было вот что-то, экспериментов, а мы на всю республику. И представляете, 5-летний, 6-летний ребенок приходит, и что? Мы сами, учителя, не знаем, как это будет. В каком формате это будет? Какой преподаватель? Да, мы каждые 5 лет проходим усовершенствование, но 5 это большой. Надо сделать какие-то мобильные, не отрываясь от школы или что-то, чтобы учитель проходил вот эти методические. Мы ведь не готовы к 12-летнему. Ну, Вот вот я, тут я как учитель, хотела бы сказать, да, вот выступил один представитель, ну как сказать, по повышению квалификации, один из этих представителей, и он сказал, что все лето будут нас учить по переходу 12-летку, а мы не должны отдыхать. Да. Вот у меня возникает вопрос, почему на своих законных отпускных я должна учиться переходу на 12-летку? Этот вопрос тоже мы подняли в Фейсбуке и сказали, нет, будете учиться во время каникул осенних. А как мы год начнем тогда? да. Как мы вот этих детей, которые к нам придут, вот сейчас категория детей получается таким образом, половина в 1 класс, половина во 2 класс сразу сядут. И в 2 классах, например, 4, да, А, Б, В, Г, и еще набирают 4 класса, 8 2 классах у нас получается, да? Ну, я к примеру привожу. Кабинетов у нас не хватает, мы куда детей посадим? И тем более вот эти учителя, второклассники, которые в этом году 1 класс закончили, они будут учиться по старой системе, а новые второклассники по новой системе. К этому тоже надо учителей подготовить. Когда они их обучат? Летом? А вот летом мы хотим отдохнуть. Как Ферузеджа сказала, я хочу, например, все лето посвятить своим детям. У меня свои дети. Я хочу посвятить своему отдыху. Я хочу съездить куда-нибудь, отдохнуть, чтобы перезагрузиться. А нам сказали, что мы будем летом Ну, учиться. конечно, а что теперь делать? Выгорать только приходится. Просто тихо выгорать и не давать вот как бы после это, этого, да? вот я буквально недавно, вот вчера тоже беседовала с учителями, с коллегами, и говорит, мы не знаем, говорит, пенсионный сейчас возраст повысили, 58 лет, говорит, мне надо дотянуть. А потом думаю, а что тянуть, там какие-то копейки, да? И, например, у меня такой резонный вопрос, а верно ли я пришла в школу, да, но когда видишь мой предмет такой интересный, классный, с 5 по 10 класс, человек общества, я вижу, да, как горят ученики, как вот я даю что-то, у меня есть выхлоп. Я думаю, возможно, я возьму немного часов, но не столько, чтобы выгореть. полностью выгореть. У меня дети говорят, мама говорит, давайте мы будем вам платить эти деньги, лучше не работайте. Вот в школе мы видим, как вы приходите, какая, и какая отдача. Но вы человек никакая. общества очень важный предмет. У Да. нас, например, в столице учитель человека общества на половине, вот когда уже вот учебного года взял и уволился. Выгорел? Выгорел, он Да. просто взял и уволился. То есть у нас в Бишкеке, то есть получается, я спрашиваю у ребенка, а почему не проходит в этот предмет? Просто она Нет. вот прям внезапно взяла и ушла. А заменить некому, предмета нету. А именно там же закладываются вот эти ценности. То есть если вы даете в целом, да, образование, то есть русский язык, естественно, нужно, чтобы писать, литературу, чтобы читать, математика, чтобы считать,
А ценности закладываются на вот таких предметах, Да, как да. человеки, общество, например, да, Да. или еще там географика, естествознание, там, например, да. И о каких ценностях идет речь, если вот такие предметы, они не совсем как бы, то есть сами учителя уже выгорают на этих предметах. Да, да. И вот реально вот этот пример показывает того, что наша учительница взяла на половине учебного года, ушла, просто ушла, потому что ей все это достало. Да. И тем более она еще у нас была классным руководителем. Она сказала, все, я увольняюсь. Ну так получилось, извините, родители, я ухожу, до свидания. Мы такие, здрасте, ну мы же неплохие дети, у нас же Да, нормальные да. дети, почему вы увольняетесь? Потому что у нас дети все учатся очень хорошо, да, у нас отличников там и ударников больше, чем, например, троечников. Нет, все равно человек просто не выдержал вот этой всей нагрузки, которые на него взвалили. Ну, может быть, знаете, правильно поступила. Вот, у меня просто вот мы вот беседуем, и у меня такой вопрос, да, возникает. Что эти учителя, которые выгорают, могут дать ребенку? Да. Да, Что точно. вы передаете вот детям? Да? Потому что Да. если настолько учитель загружен, настолько уставший, да, он, ну, как бы ты не испытываешь никакого Кстати, удовольствия. Да. вот Что вы опять же, даете я детям? про свою школу. У меня же дети все-таки в школе учатся. Я все знаю оттуда, да, все, что вот все ваши проблемы я знаю оттуда. Недавно как бы в нашем родительском чате скинули видео, где наша учительница очень в жесткой форме отчитывала ребенка. Или не то, что отчитывала ребенка, это одно, а потом второй случай этой же учительницы закинули, опять же, видео, ну кто-то там из детей, наверное, снимал, она бросила ключи, да, на стол. И ключи как-то вот случайно попали девочки, там, ну, задели девочку. Естественно, там родители подняли хайвай, да. Учителя, конечно же, наказали, а что еще делать? Конечно, накажут. Родители рауа, учитель виноват, все, учитель, короче, оказался там самым главным злодеем. А потом, вот то, что вот Махинур сказала, потом через несколько месяцев мы узнаем, что учитель, у которого хороший результат она дает, потому что она там по математике у нее все хорошие, да, она живет на съемной квартире. И она где-то вот в Фейсбуке она просила правительство, вот сейчас же ипотеку выдают же, чтобы включили ее вот в состав очередников, чтобы она получила квартиру. А у нее у самой там 4 детей, да? Мужа нет, муж бросил, потому что она как-то заболела, оказывается. И вот она, во-первых, у нее заболевание, очень как бы онкозаболевание, и плюс еще 4 детей, и плюс еще школа, и плюс еще она находится вот в таком вот плачевном самосостоянии, потому что негде жить практически, да. И она не стесняясь, как бы вот, ну что уж стесняться, потому что уже все, как бы, да. И естественно мы тогда уже поняли, что мы натворили, родители. Что мы натворили? Мы на нее просто еще ушат всего как бы накинули, то есть практически человек в безвыходном состоянии так живет, а мы еще из-за того, что она просто вышла из себя, потому что Выплеснула энергию. в себя. выплеснула энергию, да, попала ключом в девочку, и все, короче, мы там чуть ли ее не сделали самым главным злодеем этой школы. А потом мы поняли, что мы, оказывается, сами виноваты, да. То есть практически надо каждый случай очень сильно и очень Проанализировать, хорошо да. анализировать и расследовать. Потому что сейчас же очень много говорят, вот учителя агрессивные стали. От чего они агрессивные стали? Может, реально лучше поменять работу и уйти? А кто вместо них придет? Вот. У нас учителя чего еще до сих пор нету. То есть уже практически 2-3 месяца, закончится уже практически 4-я четверть, уже в мае, да? В мае подводить итоги надо. А я говорю, а как будут ставить оценки? Ну, по тем 2 еще, наверное, поставят, да. А темы-то остались? А темы-то остались. Ребенок-то хочет, наверное, узнать вообще Кыргызстан, как развивается, какой у нас флаг, например, почему у нас флаг поменялся, например, да. И, то есть все эти вещи же как бы ребенок до сих пор не знает. То есть практически получается, ну, права Махинур в том плане, что чем как бы себя изводить, у каждого человека одна жизнь, и он Да. хочет нормально и достойно прожить. А тут как бы из-за того, что ты должна, Должна, и вот поэтому как бы да, выгорание, оно приводит к тому, что учитель становится агрессивным, это влияет
обязательно на наших детях. Обязательно на наших Конечно, детях. очень это всё. влияет. Да. Дети смотрят на наше состояние, даже мы, если заходим в школу без улыбки, они уже говорят, а что-то случилось. Смотрите на Джумагуль Авдиманаповну, с ней что-то случилось. И вот те, которые посмелее, они подходят, спрашивают, что случилось, что с вами. Конечно, я тоже человек, дома могут быть какие-то, да, вот проблемы. Хочется это все дома оставить, но вот осадок же остается. И вот с этим настроением я захожу в школу, например, и дети это замечают. И даже во время урока мы стараемся улыбаться. Мы это должны делать. Хотя внутри Опять, скребут кошки, да. а мы обязаны. Да, Мы опять маску. должны эту маску одеть, потому что мы не должны свои проблемы показывать. А внутри же все плохо. А как это нам показать? Кому сказать? У нас поддержки нету. Я скажу, что у нас поддержки нету. Психологической. Психологическое, моральное, материальное. Вот сейчас вы затронули жилище, да, чтобы ипотечное вот, Войти в эту жилье программу, да? надо Мгм. какую-то сумму внести. Мгм. А этой суммы нету у учителя, нету той финансовой подушки. Я хочу сказать, учитель работает, живет от зарплаты к зарплате. Да. Хотите, я озвучу? В школу приносят, начиная от варенья, там мед, рис, все. Сентябрь, октябрь, я вот сразу рассчитывала, ну интересно, ведь сразу приносят в школу, я покупала. Потом мне говорят, Фируза, давайте, когда все дают деньги, а то деньги уходят. Я говорю, хорошо. Я, оказывается, накупила, там мед купила, яйца блоками покупаем, да, это вот тоже, Да, наверное. да. И получилось, я получила 20 900, а накупила на 28 тысяч. Так И вы я- же должны остаться. Я должна осталась. Мгм. Это не говоря о том, что у меня транспортный, да, свой обед. И я говорю мужу, товарищ, плачет, он говорит, зачем ты покупаешь? Я говорю, ну, товарищ, говорю, я ведь покупаю, вот это ведь надо. Это в семье Кушать надо, хочется кушать всегда. хочется. Что-то, ну, что, 5-литровое варенье готовое, смородина, говорю, зато я не делала, но оно пришло, вот, я со школы взяла Мгм. и принесла. О чем я хочу сказать? У нас есть потребность, у нас нету времени просто пройтись в парикмахерскую пойти, да, пойти на салон, просто отдохнуть. Учитель, он живет этой школой. Учитель, если даже вот суббота он вынужден идти в школу, потом в воскресенье он не получает, может постирать надо, подготовить что-то, надо генеральную уборку дома надо сделать, привести в порядок свою одежду и все, понедельник. Понедельник. Да. Я еще раз хочу, надо повысить статус учителя и зарплату, да, достойную. Пусть будет зарплата, как у депутата. И тогда у учителя, профессия учителя будет престижная. Я буду получать 100 тысяч. Я говорю, ага, супер, я могу заказать вот эту еду, я могу заказать что-то, одежду. Я не буду заморачиваться, чтобы искать вторую зарплату, где бы мне еще Да. подработать, чтобы мне сделать. Ладно, есть учителя, у которых мужья работают хорошо, сыновья, да, есть дополнительный источник. А что делать, у кого нету? А учителя вынуждены что-то продавать. И это не секрет, что учитель занимается еще какой-то работой. Ладно, не 100%, но 70-80% у учителя есть другой источник дохода, чтобы прожить хоть нормально. Вот потому что вы так говорите, поэтому наше правительство посмотрит и скажет, ну раз у них есть дополнительный источник дохода, Ну, зачем им нет. поднимать зарплату? Да. Вы правильно сказали про зарплату, вы правильно упомянули депутатов. Да? Тогда если бы у учителей на самом деле был достойный заработок, это бы в профессию не приходили бы по остаточному, да, признаку, как вы говорите, вот, потому что самый низший балл при поступлении. Да? Поэтому мы сегодня о многом говорили. Мы вообще очень часто говорим об образовании, об учителях, и, ну, наверное, впервые мы говорим именно о психологическом состоянии, потому что, да, мы очень много говорили о зарплатах раньше, о статусе. Да. И опять же, когда мы говорим статус учителя, мы всегда подразумеваем, что его будут больше уважать родители. Но мы, наверное, в том числе здесь, на этой площадке, которую, я надеюсь, смотрят наши, те, кто принимает решения на государственном уровне, мы должны говорить в первую очередь об уважении со стороны государства к учителям. Вот это то, чего мы должны всегда добиваться. Потому что когда, да, именно ценность, да, потому что мне кажется, что понимание
со стороны государства, насколько это важная профессия, что вы делаете, да, ну то есть какой вы вкладываете ну, фундамент, да, в развитие вообще человека, наших граждан, да, то есть мы не говорим это маленькие граждане, это наши граждане, и это те, кто вырастут, будут, да, будут работать, будут приносить пользу, и если учитель не заложит им вот этот фундамент, то что вырастет, да? А что может заложить человек с выгоранием, что он заложит? Что-то сомнительное, знаете. Мы, к сожалению, вынуждены уже как бы, да, закругляться, прервать. Мы можем говорить об этом долго. Это на самом деле это очень актуальная Но вы хоть проблема. выговорились. Да. Хотя вот бы, да. Какую-то психологическую разгрузку получили здесь. Да, да, знаете. Ну, знаете, мне особенно это вот и есть. неприятно, что мы про это говорим, и если это останется неуслышанным, особенно на пороге перехода к 12-летнему, да, образованию, на пороге таких вот больших реформ, да, таких вот больших перемен, наверное, государство должно задуматься о всех аспектах этой профессии. Не только о зарплате, об отчетности, о нагрузке, да, о статусе, но и о психологическом состоянии тех людей, с которыми оно что-то собирается делать. Потому что, судя по тому, что вы сейчас говорите, с учителями вообще советовались, чтобы переходить на 12-летнее образование или нет? Какие-то вы давали свои рекомендации к этому? Такое ощущение, что чиновники сами приняли это решение, а вам его просто навязывают. И, конечно, здесь сохранять ваше психологическое состояние в норме, это прям, ну, или хотя бы ближе к норме, да, потому что, наверное, сейчас никого нет в нормальном психологическом состоянии вообще во всем мире, да, но хотя бы ближе к норме, это прям очень важно. Спасибо большое, огромное за то, что вы есть, за то, что вы делаете, несмотря и вопреки. Ну, я говорю, учитель – такая профессия, в преподавателей, в учителя приходят те люди, которые хотят чуточку сделать добро. Хоть свет, лучик. Мы хотим, вот как генераторы, дать свои импульсы, как солнышко дать свои импульсы детишкам. Если хоть чуточка, супер, это классно. Дети порой получают то тепло, которое недополучают в семье. Да. И мы видим, да, как они тянутся к нам. И вот я хочу сказать, вот это моральное удовлетворение, например, многих учителей и держит. Вот то, что любовь к этой профессии, это ведь у нас в венах вот это все изнутри ведь идет. И я, например, я не человек бизнеса. Я не человек, я должна работать с детьми, я получить удовлетворение. Да, я устаю такая, но у меня внутреннее удовлетворение, да, ох, ты сделал, вот этот ребенок, он получил, и по глазам видишь, и какой рост, и это супер. Вот это, наверное, мы и ждем. Да. Я хотела бы сказать, что вот, несмотря на все, я люблю своих детей. Да. Несмотря на все, у меня вот 300 детей заходят-выходят, каждого из них я люблю. Каждому из них я стремлюсь дать что-то теплое, что-то свое. Вот работу свою я тоже очень люблю. Но если это только в рамках, если без этих отчетов бесконечных, если без этих проверок бесконечных, а вот результаты выдавать учитель может только тогда, когда он полностью погружен в ребенка, в свою работу любимую и благоприятную атмосферу. И чтобы еще вас ценили и благодарили. Ценили, благодарили, достойно. Спасибо Вот эта профессия учитель, она была, вот, да, учитель. Ну, дай Бог, чтобы вы реально были, добивались огромных успехов, но и в то же время вас ценили, уважали и любили. Спасибо. Я думаю, что здесь, хотя бы в этой студии, мы смогли частично решить проблему выгорания учителей, да, потому что мы хотя бы это все обсудили, и это очень важно озвучить, да, хотя бы свои проблемы, быть услышанным, потому что мы вас услышали, да, скажем так, мы послушали, мы услышали. Я надеюсь, что вы, наши дорогие телезрители, тоже услышали и приняли, так скажем, к сведению, да, все, что было сегодня сказано. Я напомню, что мы сейчас вещаем из нашей временной студии в городе Ош, куда мы приехали с проектом КАИН, чтобы охватить еще больше активных женщин, лидеров из регионов. У нас сегодня в студии были учителя Джумагуль Карабаева из школы номер 2 Кызылкия и Фируза Мадалиева, учитель школы номер 41 города Ош. Да. И вообще в этой студии очень часто собираются такие смелые женщины, которые могут рассказывать о проблемах, поэтому оставайтесь с нами, смотрите наши эфиры. До свидания. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это